Здравствуйте, друзья! У нас есть новости хорошие и плохие. С каких начать? Давайте начнем с хороших. Тогда поспешу вам сообщить о нашей многострадальной собачке Луне. С января как много с ней пройдено, начиная с момента, как ее порвали. Казалось, что не выживет. Слишком огромны были раны, тяжело было обрабатывать в круговую ее большое тело, бинты сползали при движении, а если мало двигаться, то начиналась проблема локтевого сустава как пролежень. Очень тяжело заживало, пришлось оперировать, зашивать, рассекать. Швы расходились и снова оперировали. Между делом успели и уши заболеть, отит, но успели вовремя и вылечили. Как будто это было во сне и не со мной, как тяжело даются решения проблем из-за нехватки денег, из-за отсутствия человеческих рук. Но, видимо, благодаря всем этим страданиям на нее обратила внимание семья в Германии. Да и я им о ней рассказывала не раз. С мая откладывались ее поездки в семью, и вот, как только ногу залечили, с великим трудом, наша Луна поехала в новую жизнь, где ее ждали, где есть место для свободного ее передвижения, не стесненные квартирные условия. Для нее активный это очень важно. А теперь мы получаем приветы из дома вот с такими комментариями. Это собака-мечта, ласковая, спокойная, нежная. Она пока боится ступенек, но мы над этим работаем. Она любит поесть. О, это да. Она привыкла к кошкам и курам. Лошади вызывают интерес, а овец просто обожает. Она милая, очаровательная, отлично ходит на поводке, спит всю ночь, туалет терпит, любит ездить в машине. Потрясающая собака. Ласковость с детьми и с собаками потрясающая, идеальная. Огромное спасибо тебе и приюту за очаровательную собаку. Да, Луна, будь счастлива, ты заслужила это. Ты многое прошла и вытерпела. Будь счастлива, Луна. Вторая хорошая новость – это моя подопечная Вита, спасенная из отлова Астрахани в 25 году из жуткого места, где сжигают заживо. Скиталась по улицам вместе с черным азуром старичком. Потом был отлов. Забрала я тогда их двоих. И целый год жили в Москве на передержке. Азур с весны живет в Эстонии. О нем я вам рассказывала. И вот, наконец-то, приглянулась и Вита в Германию. Пригласили, позвали. А я-то как обрадовалась. И посмотрите, как она вписалась. Как будто всю жизнь жила на диванах, а не в вольере. Обстановка обязывает и вести себя подобающе. Будь счастлива, Вита. А я буду и дальше мечтать о такой жизни для остальных подопечных и стараться приблизить эти моменты счастья для них. Друзья, пока о двоих уехавших рассказала сегодня. Продолжу в следующих роликах рассказывать о счастливчиках, чтобы вы видели и понимали, что все не зря. Не зря спасаем, не зря лечим, не зря сдаем дорогие титры, анализ на бешенство. Друзья, и я, и передержки пашем безостановочно круглый год, без отдыха, без отпуска, на износ и уже на автопилоте. Только поэтому ежемесячно хоть кто-то уезжает в счастливую жизнь. Жизнь у нас в вольере не назовешь счастливой. Просто живут, просто не убиты. Поэтому цель одна – пристройство. Я боготворю и бесконечно благодарна людям, кто берет собак и второй, и четвертый в семью. Я благодарю бесконечно те единицы людей, кто помогает находить семьи, проверять их, ехать, знакомиться с ними и проявляет серьезный подход в деле пристройства. И продолжаю считать, что вопрос пристройства – это самый сложный вопрос в деле спасения. Но спасать-то можно, дело не хитрое. И посадить по вольерам. А что дальше? А дальше ад у куратора и бессонные ночи до сердечных колик, никому невидимые. Ну а теперь, друзья, о плохой новости. Ганса больше нет. Врачи боролись, но и они не боги. В его организме что-то пошло не так последние 1,5 месяца. Мы очень старались и лечили. Видимое улучшение было видимым. На операции стало ясно, что все внутренние органы срослись, проросли друг в друга. Абсолютно все.
печень, почки, поджелудочная, селезенка. Такое бывает при перитоните или опухоли. Ганс был хорошим, добрым парнем. И его уже выбрала семья в Европе. У него были титры, и он мог бы уехать через пару месяцев. Но судьба распорядилась иначе. Остался долг. За него в клинике в сумме 60 тысяч. И это еще одна беда и проблема для куратора. Я только с трудом расплатилась с долгом Луны, расплатилась, чтобы спасти Ганса, чтобы взяли его на лечение, положили в стационар. И вот новый долг. Что мне теперь делать? Я не вылезаю из долгов. А ведь мне надо покупать корм. Корм тем передержкам, где живут по 15-20 собак. Да и корм, который покупали оптом 2 августа, скоро закончится. Осталось максимум на неделю у 2 передержек. А 4 передержкам завтра уже нечего будет есть. Уже завтра они остаются без корма. Корм привозят по пятницам и вторникам. Если до завтра не оплатить поставщику, то он не привезет. И до вторника собаки останутся без еды. Впереди выходные, и они будут голодные. Только вода. Пожалуйста, помогите срочно собрать на корм. Надо срочно оплачивать. Я вас очень прошу. Давайте откроем сбор на корм.